Бахтияр, как раз пришел с тренировочек. Наложили мне тут, еще не сказали название, ну ничего страшного. Сейчас попробуем и сами дадим название. В общем, супчик пришел, тесто, значит, лапшенька, что тут у нас, зелень. Я не особо любитель, если честно, кушать, там, не разбираюсь. Я гречку могу месяц есть, если честно. Это мясо и салатик. Вот это острота называется. Там они как-то наговорили, острота, ребят, по-крымски, короче, все просто горячо. Вот здесь горит, и потом в другом месте будет гореть. Вот. Короче, вы будете смотреть, как я буду кушать. Приятного аппетита, ребят. Я очень хочу быстрее кушать, а тут, оказывается, надо кушать и говорить. Я не знаю, как это делать. Еще же чавкать надо, чтобы там услышали и поняли, что мне понравилось. Так себе. Надо, видимо, разбавлять. Да, вот, разбавлять, оказывается, надо. Я просто лапшу съел. Сейчас давайте я покушаю, а потом с вами пообщаемся. Да, ё-моё. Я просто... Надо было попросить вилку. Я же не умею есть. В общем, забавно вообще придумали. Мне рассказали предысторию вообще, как это вообще произошло, что за тема этот мукбанг. Ну, если честно, удивительно. Давайте мы тоже что-нибудь придумаем, чтобы за нами все повторяли. Мы же тоже можем, да, делать так? Можем же шкуру барана там вывешивать, чтобы на стенку, чтобы все повторяли за нами. Представляете, в Америке или в Японии. О, это круто. И вешают шкуру барана. Вообще удивительная вещь. Смотреть, как другие хавают. Мне причем про вот этот момент вообще рассказывали, что он очень популярный. В Корее он точно популярный. Ну, теперь я знаю. В России тоже повторяют. Я начал недавно вести YouTube канал и начал узнавать тенденции вообще, что интересно в YouTube, в каком направлении сейчас уходит это все. И понял, что там тоже это очень сильно интересно. Мне говорили, давай, делай тоже так же. Я говорю, блин, я честно не понимаю. Я как бы сам культ еды не особо так, знаете, там типа, вот, надо покушать манты с джусаем. Вот, нет у меня такого там пристрастия. Я же говорю, я могу 2 месяца кушать утром, в обед, ужин, кушать только гречку. И вообще не париться. То есть мне даже было, знаете, лень. У меня была, короче, гречка и молоко. То есть это стандартный набор. И когда молоко заканчивал, я просто водой заливал и кушал. Было противно, конечно, но было просто лень спуститься. А магазин находился на 1-м этаже, а я жил на 2-м этаже. Вы понимаете, да? Из-за этой лени мне приходилось кушать. Ну, не то, что приходилось, мне как бы особо я не парился. Так что я вам не могу сказать, вкусно это, невкусно. Это есть можно. Давайте так. Так, сейчас попробуем их салаты. Это, видимо, грибочки. Вообще, эта история очень забавная про вот эти грибы. Ну, рассказывать не к столу будет, если честно. Я сейчас просто вспомнил концовку. И не буду рассказывать. На окурки похоже. Этот вкус сигареты, окурки. Спросите, откуда я знаю? Было время. Вот это острое я чувствую. Огурец. Да нет, нормально. Да, вкусно. Это вкусно. Ой, как мне тяжело с этими вилками. Я хочу просто растянуть удовольствие. Вот это чуть-чуть попозже поесть. Потому что если я сейчас начну есть это, меня потом не остановить.
Ну, лапша лапшой, как бы. Сюда бы еще, наверное, бы добавили сверху перца, там, может быть, ну, на вкус. Соли добавили. Да! Офигенно, если честно, офигенно. Что меня позвали на этот проект, потому что я давно хотел пожрать на халяву. И очень вкусно причем. Пожелайте мне, моему рту и моей опе удачи. Ох, 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 бля, ой, бля, ох. Что я больше пробовать ее не буду. Я же знал, нахера мне это надо было делать? Ну ладно. Как всегда говорят, на своих ошибках учатся. Я эту лапшу, короче, никогда не доем, походу. Давайте пробовать другое. Так, я хочу добраться до начинки. Смотрится очень даже прикольно, смотрите. Видите, да? Это, короче, что-то жареное там. Давайте пробовать. Так, я сразу все съем. Самое главное взять я. Почему вместо лапши вот это не принесли? Это божественно. Это, короче, это курица в кляре, очень мягкая. Сверху соус какой-то, сливочный, может быть, я точно не знаю. И огурец, соленый огурец. Просто могу кричать, чтобы меня услышали и поняли, что мне понравилось. Блин, реально вкусно. Офигеть. Надо узнать, как называется эта тема. Давайте, пока я кушаю, о себе немного расскажу. В общем, кто не узнал меня, кто не знает, я человек творческий, всю жизнь занимаюсь творчеством. Ну как, всю жизнь, со школьных лет, наверное. Занимаюсь КВНом. КВН закончился, кто знает, команда Азия Микс. Если спрашивают, что с вами, что вы там развалились, там не общаетесь, там. Не, на самом деле просто, когда, знаете, единомышленники собираются, и у них есть одна цель, у нас была цель порвать, ну, стать чемпионами Первого канала. Но это, конечно, был космос, это, знаете, как у наших родителей было желание в космос полететь, да, в советское время. Это было просто нереально. То же самое у нас было. И вот нас объединило это, и мы поняли, что это возможно, что это реально. Там пройти надо определенные ступени, и мы стали чемпами. А после чемпионства вы просто должны понимать, что мы отдали этому более 10, там, кто-то больше 13, там, 15 лет. А личная жизнь как бы не успевается. То есть ты не успеваешь там, наладить свою личную жизнь, там, еще что-то. Ты полностью в творчестве. Лично я так думаю. И когда закончился КВН, я немного выдохнул, ну, в плане того, что у тебя появилось время на себя, свои планы, там, реализовать себя. Ну, то есть, понятное дело, что КВН КВНом, но надо двигаться дальше. Это очень крутая база. Очень крутая база. И сейчас мы двигаемся дальше, у каждого есть свой проект, но мы также общаемся, мы также вместе собираемся, там, если у нас есть какой-то проект, мы вместе качаем, делаем. Вот недавно, ну как недавно, в прошлом году, летом, мы писали новый сериал
сейчас Ильдар ищет как бы финансовую поддержку, если она будет, то мы начнем снимать. Так что мы снова появимся на экранах. Так что, ну как на экранах, наверное, в Ютубе уже больше. Да, и все мы уже потихоньку ушли в YouTube. Но если честно, мне говорили, когда мы играли в КВН, там, ребята, кто давно в Ютубе, типа, ребят, типа, телек уже мало кто смотрит. В России это реально. То есть Москва, Питер уже не смотрят телек вообще. То есть это периферия смотрит. Вот. И мы понимаем, что как бы ты крутой, какой бы контент ни делал, надо в нужном месте его показывать. Вот на дальнейшее, там, лет 5 YouTube точно будет качать, и мы понимаем, что надо уходить в YouTube. И человек, который вот это все сейчас придумал и позвал меня, молодец, он знает, он хавает, он молодой еще не состарился. Знаете, бытует мнение, когда начинаешь говорить, там, типа, знаете, да, социальные сети сейчас постоянно появляются новые, надо быть в курсе. Если человек говорит, ой, да что за фигня, там одни малолетки сидят, имейте в виду, что это диагноз, что вы стареете. Я что делаю, когда что-то появляется, я прям начинаю туда залазить, да, немного непонятно. Ну, например, ТикТок, да, я туда залез, честно, я не знаю, как вам эмоции описать. Я просто с ума сошел. Я 6 месяцев, у меня он был, я туда не заходил, потому что я не понимал, как он работает, что это такое. Ну, как бы понятно, что там, как Инстаграм, да, все такое. Ну, что люди выкладывают? Блин, я не хочу обидеть никого, просто я сейчас сам это делаю, понимаете? Чтобы не стареть, ребят. Так что не старейте, будьте в теме, понятное дело, что непонятно, но надо внедряться, надо понимать. И вот, мы сейчас, каждый делает свой проект, у меня есть свой YouTube канал, я понимаю, что, оказывается, надо в эту сторону двигаться, как бы уже больше, как бы, больших шансов там, в первый канал попасть не будет, да и зачем, сейчас его уже мало кто смотрит, там, небольшое количество. Со временем, там, через года 3 уже точно будет не до телевизора, все будут говорить там про каналы, которые в Ютубе есть. Вот. И у вас есть уникальная возможность, если честно, да, давайте об этом поговорим. Помимо того, что я выступаю, и я еще занимаюсь, у меня есть свои курсы, уверенные выступления, да, где я рассказываю ребятам, кто хочет сниматься, да, там, боится, там, даже обычно сторис снять, там, понимаете, есть люди, которые просто боятся сторис снять, или им-то нужно продвигать себя, чтобы его знали, там, по карьерной лестнице расти, но чтобы его узнавали, его надо, чтобы видели, понимаете, чтобы знали, какой он профессионал, то есть вы можете быть профессионалом, там, в медицине, да, а доктор Комаров, он профи в медицине, но его все знают, его доверие больше. Но я уверен, что есть очень много людей, которые такие же профессионалы, как Комаровский, но к ним не ходят, да, или просто потому, что их не знают. И это называется личный бренд. И через вот контент вот этот вот, да, создается свой личный бренд. Так что уходите все там в социальные сети, потому что мы будем там все. Это точно, но мы как бы отстающие, да, там постоянно догоняющие, и в скором времени мы тоже там будем, так что пока есть время, забегайте в последний паровоз и поехали вместе, потому что вся жизнь будет здесь, я уверен. Нет, конечно, появятся критики, которые скажут, извините, так не принято, да, здесь, покушать, потом все. Конечно, критики скажут, типа, ой, есть другие важные дела. Я согласен, да, но я выбрал творчество. Я понимаю, что это мой хлеб. Я понимаю, что по-другому я не могу, что это мой наркотик. Я должен постоянно что-то делать, постоянно что-то снимать, что-то выкладывать. Обо мне должны говорить, или я должен кому-то помогать. То есть, вот мой кайф в жизни, понимаете? То есть, у каждого есть свой кайф. Кто-то хочет просто тихо, там, миллионы зарабатывать, да, чтобы его никто не знал. Это круто, да, если вы себя нашли. Я, например, я понял, что если буду миллионером, да, то я буду известным миллионером, чтобы меня все знали. Я говорю, о, это Оскар Хартман, о, молодец. Вот. Так что, кто не уверен,
Будьте уверены. Вот так я говорю на курсах. Не, на самом деле, очень много ребят не могут начать там действовать, там, снимать свой влог, хотя есть потенциал. Но я вам просто расскажу, почему я занимаюсь этим. Я в школе был очень стеснительным, да, я 11 лет учился там, и был очень скромным, меня никто не видел, не замечал. Но мне это бесило, и внутренне я понимал, что это не мое, но я не знал, как найти выход, то есть у меня не было поддержки. И я вот пошел в КВН, начинал играть в массовки, меня было не видно, а потом начал набирать там мышцы, да, так сказать, и начал выступать более уверенно, там, собрал свою команду, становились чемпионами, ездили там за границей, все такое, потом стали чемпионами там в высшей лиге, то есть это предел всех мечтаний. Вот, так что найдите человека, кто вас поддержит, найдите ментора, кто вас направит, кто скажет, как правильно делать и что нужно делать, чтобы вы развивались и свой талант не зарывали, ребят, не зарывали. Это самое главное. Вот. И помимо курсов, да, сейчас чем я занимаюсь, лично про себя расскажу. У меня есть курсы онлайн, офлайн, уверенное выступление, то есть мы делаем для ребят, бизнесменов, то есть кто ведет бизнес, но кому нужно там свой имидж развивать, тот проходит мои курсы и становится уверенным, то есть его видно в социальных сетях, он становится активно, ведет свои влоги, все такое. Следующее направление это YouTube канал, в Instagram. Я уже не говорю про Инстаграм, потому что я с Инстаграма ухожу. Вы не замечаете, что тенденция уже потихоньку переходит, что Инстаграм уже потихоньку начинает уходить, потому что ТикТок уже обогнал его, да? То есть, если вы хотите быть популярным, то уже в Инстаграме, мне кажется, мое мнение, делать нечего. И уходите в ТикТок, там, возможно, у вас есть еще шанс что-то себе, ну, какой-то кусок пирога урвать. Так что туда уходите. Потом, и YouTube 5 лет еще точно будет развиваться. Так что, YouTube заходите, создавайте свой контент. К чему я это говорю? Что я уже тоже создаю. Я недавно ну, то есть начал активничать там. Я спрашиваю вот у гуру, который создает вот эту программу. Там некоторые секретики. Вот. Так что, ребятки, будьте всегда в теме. Как говорится, уши востро, или как там говорят, честно. У меня, если честно, по русскому математика была. У меня плохо с ним. Так что не обессудьте. Кому интересно. Кстати, мясо. Сейчас, подождите, я заговорился. Я, в общем, веду влоги эти же, я сейчас не рассказал. И в каждом влоге своем, ну, в каждом своем канале надо найти свою фишку. Вот что я понял. Одно направление. То, которое цепляет людей. То есть, что вам ближе. И сейчас я понял, я начал там пробовать, тестировать. И понял, что моя аудитория это те люди, то есть те люди, которым вот сколько мне лет, столько им, да, то есть мои потребности, ну, то есть, как вам сказать, короче, моя аудитория, это я, это тупо 32 года, женат, там у кого-то дети есть семейные там проблемы, там заботы, вот это все, вот это моя аудитория, да, и старше. Почему? Потому что я сейчас на стадии, я ищу себе, очень много у нас в Бишкеке новостроек, да, все знаете, что как грибы у нас растут, непонятно, там слышишь от второго, третьего, что там обманули, здесь обманули. И я сейчас хочу, реально хочу купить квартиру, да, и я не знаю, что лучше, новостройка или вторичка, да, но вторички ты понимаешь, что вторички дешевле, и ты, в принципе, можешь там купить, все говорят, что советские дома, они крепкие, там, сейсмоустойкие, там, выше 5 этажей не строили, то есть плюсы, да, а новостроек никто не знает, все отговаривают, говорят, нет, ну я и решил, дай-ка я узнаю. Начал находить людей, которые живут уже в новостройках, и узнавать плюсы и минусы. И они реально рассказывают какие-то плюсы, какие-то минусы. Я захожу к ним в дом, смотрю, какие стены, ровно, неровно, где течет, где холодно, где трескается, из чего сделано. И начинаю понимать, что в Бишкеке такого контента нету. То есть
людям интересно смотреть, ну реально, как, то есть у меня есть желание, и я хочу, например, вот здесь жить, а как, а что там, вот я куплю, а что там дальше меня ждет. Я начал находить людей, кто уже купил, понимаете, то есть он уже несколько лет живет, и он знает конкретные проблемы там по документам, еще что-то. Есть люди, которые купили, и у них есть проблема, понимаете, проблема с документом, он живет, как бы купил, но у него нету документов, то есть он фактически не является хозяином. Представляете, это страшно жить, и таких очень много у нас в Бишкеке. Давайте мясо сейчас, немного пауза. Рекламная пауза. Это. Оказывается, с этим. С косточками. В общем, ребят, это такая тема. Это какой-то соус вот этот вкусный они делают. Жарят его, и соус, и сверху чесночок. Надо было его чуть раньше кушать, конечно. Но он остался мягким, не твердым. Кушать его в горячем виде. Он жуется, самое главное, он жуется, то есть его можно прокусить и съесть. Это же корейское, это же, надеюсь, не собака. Кости подозрительные. Недавно, кстати, мою собаку убили. Она была без ошейника. Ее зовут Рык. Привет, Рык. Как дела? Такая жесткая шутка, ребят. Я надеюсь, это не собака. Не, ну реально, короче, собака выбежала на улицу без ошейника, ее застрелили. Сейчас ходят рейды и там бездомных собак убивают. И там как раз снег выпал, ее убили и тащили. А я утром вышел, смотрю, кровь вот так вот, короче, по асфальту лежит. Я думаю, что такое? И не обратил внимания. А потом заметил, что нету собаки. Короче, хреновая новость такая. Не к столу, но извините. Я просто скучаю по ней. Вот. Потом, вот по поводу, я нашел свою нишу и продолжаю ее качать. Если кому интересно, кто хочет реально узнать, какая ситуация вообще, какую брать вторичку или новостройку, надеюсь, оставить ссылочку в описании. Переходите на мой канал, посмотрите, может понравится. Записывайтесь, подписывайтесь. Тогда говорят, а я еще неопытный. Подписывайтесь, там лайки, балалайки, комменты. Ждем вас. Ну так, ребят, представляете, такое бывает. Так что найдите свою нишу и даже если вы домохозяйка, просто включайте камеру и начинайте показывать, что вы делаете весь день. Как у вас распланирование, ваш тайм-менеджмент, там, мужа накормила, отправила, теперь сына. Это будет интересно таким же, как и вы, домохозяйкам, которые дома сидят. То есть, понимаете, да? Или вы, например, готовите что-то, да, но о вас никто не знает. Поставьте прямой эфир, начинайте готовить. Никто там от вас там не будет требовать денег. Чтобы вы понимали, чтобы на первый канал попасть, чтобы вас показывали, ты платишь бешеные деньги. Все нас спрашивают, вы зарабатываете деньги с КВН? Ни хера. Ребят, ни хера. Мы платим, чтобы нас показали, вы понимаете? А как мы зарабатываем, это после того, как нас узнают, нас начинают приглашать на всякие мероприятия. То есть, это вот такой труд. То есть не думай, что там на первый канал все там тебя там на Бентли возят, все такое. Сюда приезжаешь, выиграл, тебе дают квартиру. Не, ребят. Мы когда выиграли, все спрашивают, там кто-нибудь что-нибудь подарил? Да, нам подарили. Нас пригласили в резиденцию и подарили. Часы подарили, сказали. Ну, как бы, ребят, мы не обижаемся, мы насчет этого вообще не паримся, мы как бы и не надеялись, знаешь, я уже как бы с другом как общаюсь, да. Такая тема, что когда ты ждешь что-то, ты когда ждешь для кого-то, ты очень много энергии отдаешь, и потом очень сильно расстраиваешься. Ну, допустим, да, ты думаешь, что должно тебя государство поддержать, потому что в других странах поддерживают. Вот на КВН, да, в пример КВН была команда Максимум, которая с Томска, да, семерым ребятам купили, ну, то есть подарили квартиры. Представляете, там двухкомнатные, что ли, что-то такое. Это вы представляете, да? Мы играли,
на свои деньги. Государство там, ну, особо не поддерживало, то есть не всегда, да, давайте так. И часы, понимаете? Так что, если вы не ждете, вы не паритесь насчет этого. Если вы думаете, вот это, тогда да. Вы очень силы времени потеряете, энергии потеряете и больше этим заниматься не будете. То есть делайте это для себя, а потом это придет, найдет свой выход. Давай, ага. Что такое соджу? А? Соджу? Это, в общем, соджу. А, да, точно, это соджу. Смотрите, ребят, это, короче, видимо, вот на рисунке нарисовано, это кокосовая водка. Кокосовая, смотрите, это вот, видите, кокосовая водочка. Я попробую. Так, чисто ради уважения, я сам не пьющий человек. Пахнет водкой. Не, реально водкой пахнет. Сейчас. Вот, я знаю, как сделать сейчас. Я же профессиональный алкаш. Вы чё, ребят? Такие звуки, буль-буль. Ну, ребят, ну, короче, это просто спирт. Ну, мягкий спирт. Мягкий спирт, да. Ну, такой, то есть, как бы, 17 градусов, я особо тоже в этом не разбираюсь, ребят. Я не пью, не курю, и вы скажете, как ты, КВНщик, не куришь? Вот представляете, такое бывает, оказывается. У нас в команде было несколько человек, которые не курили и не пили. То есть мы несколько, я сдал, да, других. А ничего страшного, они не боятся, это они знают. Они уже взрослые. Мама не накажет. Вот так вот, ребятки. Что могу сказать вам? Мясо кайф. Блин, чуть-чуть была бы тепленькая, горяченькая, бы вообще круто залетела бы. Ну и так пойдет. Так, да я вот это доем. Так, ну давайте немного расскажу о себе, о семье. Я самый старший, я брат, самый старший. И у меня есть две сестренки, они младшие. Я их гонял в свое время, короче, за ними следил, смотрел, там был строгим братом. И они уже повзрослели, им уже сколько, по 24-21, короче, уже они такие взрослые. И сейчас они рассказывают, что... Ну, я понимаю сейчас, что я как бы даже в роли брата, да, но я хочу как бы, как с другом, там, общаться с ними на одной волне, быть, что там у вас, как. Я понимаю, что у них до сих пор есть барьеры, это типа, это же старший брат, нет, и они не все мне рассказывают. Вот, напишите, у кого есть проблемы с такими делами, брат, сестра, там, как вы вообще общаетесь. Там, как друзья или как старшие. Потому что у меня супруга, у супруги тоже, значит, два брата, одна старшая сестра, она самая младшая. У них, например, с сестрой, да, они общаются как подруги, то есть так нормально, то есть они все секреты друг друга рассказывают, все такое, короче. Видимо, братьям не все рассказывают. Вот. Вот такие вот дела, короче. Да ё-мо, куда убегаешь? Немного о спорте расскажу, который очень важный аспект в жизни. А знаете, что начал замечать? Как бы уже не молодой, ну как бы молодой, да, но не 24, да, давайте так. Когда там все зелено, все пофигу. Ты понимаешь, что если не занимаешься спортом, да, я по себе заметил, бывают дни, да, когда там месяц ты не занимаешься, потому что там беготня или там смена обстановки, дела, все такое, ты месяц, например, пропускаешь, ты начинаешь ржаветь.
у тебя, то есть, кровь не начинает быстро бегать по венам, и ты чувствуешь тяжесть или что-то еще, ты не успеваешь, там устаешь, не высыпаешься, вот это все, короче, накапливается. И начинаешь, когда ходить, там, ну, даже на плавание, да, просто начинаешь, ты начинаешь кровь разгонять. Я сейчас замечать начинаю, я ложусь очень поздно, да, я думаю, блин, если я в 12 лягу, значит я в 7 не встану никогда, да. Нет, я встаю там в 6 могу встать, то есть и легко. И я понимаю, что вот эта вот тема, там, кровеносная система, которую ты разгоняешь и чистишь, там же, как объяснять, вот эти есть каналы, и вот эти, когда ты кушаешь вот это все, жареное все, вот это, там оттуда начинается залежи, вот это как живеешь, да, ты начинаешь, и там вот эти вот остаются, короче, проход для крови остается меньше, а когда ты начинаешь заниматься спортом, это начинает качать сердце и начинает очищать твои сосуды и становятся они чище. И тогда кровь быстрее добегает от сердца, там, допустим, к пяткам, да, там, к мышцам, и ты чувствуешь себя там более такой подвижным. А вы представляете, когда ты неподвижный, ты начинаешь быстро бежать или что-то это, чтобы кровь до туда добежала, она, короче, не успевает, и ты устаешь, у тебя начинается там кислородное голодание, ты, как бы тебе не хватает, ты там задыхаешься. А когда ты в тонусе, ты, там, в неделю 2-3 раза, если ходишь, это круто. Почему я так говорю? Потому что я замечаю, вот многие мне говорят, что ты не выглядишь там на 32, да, ты там выглядишь там на 27, на 26. Это так всегда было. Возможно, два фактора. Фактор первый – это родители, они молодые, да, выглядят. Второй фактор – это здоровье. То есть я всю жизнь не курил и не пил, не злоупотреблял, да, этим. Вот. Возможно, эти два фактора сыграли в хорошую сторону, и сейчас я всегда говорю, что я умру молодым. Вот. Так, есть, да, к чему стремиться, я. Вот. Так что занимайтесь спортом, как бы это банально не звучало. Да даже, знаете, теннисом. Теннис самый опасный вид спорта. И там, полчаса позаниматься им, кровь погонять, это вообще круто. И не надо, ну, бассейн, потому что тебе надо раздеваться, заходить, там, зимой там не вытерся, продуло, заболел, там, все такое. Теннис. Настольный теннис, просто играйте и разгоняйте кровь, это вообще шикарно. Потому что мне мануалист говорит, два вида спорта, которые самые менее травматичные. Это вот плавание, он занимается плаванием, он такой здоровый дядька, ему уже лет 65, и он делает, короче, эти до сих пор, массаж делает рукой, и вообще даже, ну такой, медведь, есть же такие вот медведи, здоровые дядьки, вот один из них. И я думаю, блин, я хочу быть в 65 лет, как он, таким бодрым и наказывать молодых в теннисе. Он всегда хвастается, я там всех наказываю. Ну, надо выйти как-нибудь против него. Вот так вот. Что там у нас? Что еще осталось? Давайте вот это попробуем. Вот это последнее. Это, я не знаю, что это такое. Наверное, это как бамбук. Давайте это название. Бамбук. Не, это помидор. Кыргызский помидор. Ничего себе, жевать можно, что ли? Сейчас, подождите. В общем, короче, вот так вот, знаете, вот это типа кайфово, вот это не кайфово. Я так вот, я не могу понять, короче. Я думал, будет острое, и ожидания были другие, а так кайфово. Я не знаю, что это такое, если это полезно, типа, тогда вот так вот. Типа, о, кайф, о, как было вкусно. Так, что надо еще доесть мне? Так, мне кажется, вот это мясо я доем последнее, и все, наверное, и... Окей. Давайте. У нас с вами есть уже 5 минут поговорить. Скажите, пожалуйста, кому нравилась Ситора? Напишите в комментариях, кто бы хотел с ней замутить. Если это видео наберет 1000 лайков, я скину вам номер. Я без Ситора. Сейчас бизнес.
Ну все, уже суп остыл. Ну, если честно, надо все кушать пока тепленькое. Полчаса нельзя есть это все, честно. Максимум. Ну, если честно, вот сколько вы в среднем кушаете? Я, например, в среднем 15-20 минут мне там вот так вот хватает. Ты быстренько шик перекусил и побежал дальше, да? У меня бы был бы стрёмный банки, потому что было бы там буквально 15 минут. Давай! И я вот так убегал бы, честно. Вот. А вот корейцы, видимо, из этого прям культ делают еды. Но у них многому чего нужно поучиться. Как они подают. Просто представляете, давайте барана резать и тоже вот так ставить камеру, GoPro, свет, короче, все так же, звук проводить. И так, и с кайфом резать. Там, да, какашки вот эти вытаскивать. Вот так. Это же кайфово будет. Это будет наш контент, ребят. 7 миллионов просмотров обеспечены. Так, мне мясо еще понравилось. Я сейчас последнее мясо кусок съем и можем завершать. Не, конечно, вот то, что они делают сверху соус, вот это, да, в кляре, или как он называется, очень такое. Конечно, не испортит любое мясо, там, любое мясо, да. Даже осла мясо так замажь, вообще будет дерзко смотреться. Кстати, как история с ослами сейчас? В чем мы? Они пропали или они до сих пор есть? Напишите, пожалуйста, мне очень интересно. То есть я не особо слежу. Кстати, хотел поговорить, думаю, нафиг, это такая тема эмоциональная, чуть-чуть политика. Давайте не будем про это говорить. Обойдутся без нас. Справятся. Блин, зачем я опять съел это, а? Блин. Ёпта! Она собака с каждым глотком еще больнее, блин. Прошло. Надо было вот так вот, да, точно. О. 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 Это кайф. Это просто кайф. Я думаю, я все съел, все, что можно было. Грибы мне не понравились, я сразу скажу. Ну, то есть я не любитель грибов, почему-то у меня такое вот отношение. Вот. Дальше. Вот это я с удовольствием съел. Помните, курица в кляре? Вот это... еще одна осталась, да? Это бамбук, наверное, да, такой в маринаде или что это? Прикольно, прикольно, давайте так. Вот это для любителей остроты. Кимчин, да, называется вроде бы. И вот это очень даже прикольно и не сильно острое. Не хватает специй, для меня, лично для меня не хватает. Вот это очень круто. Мне кажется, для нас, кыргызов, мясо в любом виде мясо. Я думаю так. Ребят, так что подписывайтесь на этот канал. Подписывайтесь на канал. Помимо того, что мы вкусно поели, я надеюсь, я вам какую-то полезную информацию дал. Если вам интересно, подписывайтесь, ставьте колокольчик, переходите на мой канал, если вам интересно. Да. Тоже посмотрите. Давайте развивать кыргызский YouTube.